Миллионы разрушенных жизней, разбитые семьи, слезы матерей, дети, лишенные нормального детства, неизлечимые болезни употребляющих, жертвы передозировки. И ничего из перечисленного не останавливает наркосбытчиков, которые продолжают наносить вред обществу. Незаконный оборот наркотиков сегодня является самым массовым и организованным преступлением. За первое полугодие 2024 года на территории республики зарегистрировано 98 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 61 преступлений из них связаны именно со сбытом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Всего за указанный период правоохранительными органами республики из незаконного оборота изъято 5 килограмм 289 грамм наркотических средств. Из них 3 килограмма у нас сильнодействующие вещества, лирика и тропикамид. Более 2 килограмм, почти 3 килограмма вещества опийной группы, героин. И остальное у нас каннабисная группа, амфетаминовая группа и метадон. Метадон, экстази, мефедрон и так далее. Синтетические наркотические средства. В текущем году правоохранительным органам республики перекрыты 2 канала поставок наркотических средств и психотропных веществ. Это у нас один канал из города Ростов-на-Дону и другой канал из Краснодарского края. В рамках 2 этих оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 4 лиц, из них 1 житель Республики Дагестан, 1 житель Чеченской Республики и 2 жителей Республики Ингушетия. То есть вот варьируется как и другими субъектами, так и нашей республики. И основными способами их распространения остаются закладки. Совершать наркопреступления закладчикам гораздо легче с использованием IT-ресурсов. Их излюбленной универсальной площадкой остается телеграм-канал. Закладки, то есть сбытчиками, закладчиками в конкретных местах оставляют непосредственно наркотические средства. Покупатель, естественно, производит оплату, закладчик скидывает координаты. Таким образом, неестественным способом происходит передача, то есть либо через интернет-магазин, либо через социальные сети. Договоренность происходит через социальные сети в основном. Другими словами, простыми словами, интернет-магазин называют. Блокируются, принимаются меры. К сожалению, поскольку социальные сети, указанные нами, не принадлежат российским организациям, это не так легко бывает, но какие-то меры мы принимаем, и порой удается перекрывать, закрывать такие сети. Правоохранители отмечают, что число наркосбытчиков не снижается. Ежегодно десятки людей оказываются за решеткой, но на смену им приходят другие. И среди них с каждым годом все больше женщин, как правило, молодых. Это при том, что число зарегистрированных преступлений на 74% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прокуратуре объяснили, с чем связано снижение. Это учет такой квалификации преступлений произошел в этом году. Ранее, в прошлом году, мы по каждой совершенной закладке преступникам указывали как одно совершенное преступление. То есть сейчас несколько закладок совершен одним преступником, это как одно целое единое преступление идет. За счет этого произошло снижение преступности. То есть фактически преступлений столько же, сколько было ранее. Росту числа наркосбытчиков способствуют колоссальные прибыли, извлекаемые из незаконного оборота наркотических средств. Однако долго скрываться от правосудия не получается. Рано или поздно им приходится платить по счетам. В России за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, к которой могут быть привлечены лица, достигшие 16 лет. Основное отличие административной ответственности от уголовной заключается в размере изъятого наркотического средства или психотропного вещества. Это ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ за совершение преступления в указанной сфере варьируется от назначения наказания в виде штрафа до пожизненного лишения свободы. Наказание за каждое конкретное правонарушение или преступление назначается судом, исходя с учетом как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, в том числе в зависимости, как я ранее озвучил, от размера изъятого наркотического средства.
Жажда легких денег толкает на непростительные преступления и иностранных граждан. Последние годы их количество значительно выросло. Если раньше приезжали в регион на выполнение строительных работ за честным заработком, то сейчас многие ведутся на соблазн заработать большие суммы грязным способом. Но, как правило, эта погоня заканчивается внушительными сроками. А родные, ожидающие кормильца семьи, получают вместо денег письма из зоны. Так, в республике в этом году задержаны 2 таких лиц, которые из Москвы привезли 287 грамм. В основном эти закладки совершались в городе Назрань. При этом координацию с указанным местонахождением закладок они должны были направлять своим сообщникам посредством обмена сообщений, информации. Частично им это удалось, частично не успели, поскольку правоохранительные органы были задержаны. Суд с учетом позиции государственного обвинения, роли и степени участия в совершении указанного преступления приговорил их к лишению свободы сроком на 8 и 10 лет строгого режима. При этом десятки дел все еще расследуются, находятся в производстве. Также все чаще вовлекают в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. Среди них бывают и употребляющие подростки, и те, кто торгует ради заработка. Если, допустим, преступление совершается лицом, не достигшим 16-летнего возраста, то полиция совместно с комиссией по делам несовершеннолетних применяет меру воздействия к совершившему преступлению, то есть к деянию лицу, а также к его родителям, законным представителям. Характер применяемых мер менее строг в сравнении с уголовной ответственностью. Наркобизнес подрывает политическую, культурную, социальную и экономическую сферы, создает опасность стабильности нации. В республике значительно растет число употребляющих, так как сегодня синтетические наркотики и психотропные вещества стали легкодоступными. В таких условиях эксперты, общественники, правоохранители считают важным делать упор на профилактические мероприятия и проявлять активную гражданскую позицию. Самое главное, мне кажется, это быть бдительным другим гражданам, которые, вот, допустим, положили закладку, покупатель подходит, забирает ее. Многие проходят мимо, обращают внимание, проходят мимо. То есть, если нашими же гражданами будет сообщаться о таких фактах, естественно, правоохранительные органы еще более активнее будут реагировать, будут наказывать. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности. Ежегодно в стране умирают тысячи людей из-за употребления наркотиков, и процент смертности продолжает расти с каждым годом. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.